Прививку от COVID-19 в республике сделали почти 10 тысяч человек. Пятая часть из них завершили комплекс вакцинации, а значит, у них уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Напомню, иммунизация проходит в 2 этапа: в день обращения через 3 недели после первого укола, а на 42-й день в крови пациента должны появиться антитела. Александра Головина пообщалась с теми, кто на себе испытал вакцину. Наталья Трофимова первой в Коми сделала вакцину от ковида еще в ноябре прошлого года. Девушка попала в первую пятерку по собственному желанию. Тогда препараты в тестовом режиме завозили в регионы. Медсестра республиканской больницы, медучреждение на время пандемии сменила формат на ковид-госпиталь. В центре инфекции проработала и первую, и вторую волну. Работаю в реанимации, естественно, я видела, как болеют очень тяжело пациенты. Естественно, чтобы самой не заразиться, или, допустим, перенести легче эту вакцину, болезнь эту. Но самое главное, чтобы не быть источником самой заражения, чтобы не заразить тех же самых больных, окружающих, родных, близких. Перенесла прививку Наталья легко. На смену небольшой головной боли, таким оказался единственный побочный эффект от вакцины, пришли заветные антитела. Коронавирус теперь ей точно не страшен. Как и Марьяне Изюровой, она работает в Сыктывкарской городской поликлинике. Впрочем, в этом случае прошло все не так гладко. Лично я сама достаточно реактивно перенесла вакцинацию, то есть у меня был и подъем температуры больше 38, и слабость, и ломота. Но надо сказать, что нет ощущения, что ты болен, как при гриппе, при ОРЗ, что тяжело даже встать с постели. Нет, такого ощущения нету. Притом одна таблетка парацетамола практически справилась с этими неприятными ощущениями, и длилось это очень недолго, в течение суток. На следующий день после вакцинации уже чувствовала себя нормально. Болеть я тоже не хочу этим заболеванием, а если уж болеть, то в легкой форме, поэтому, конечно, я осознанно вакцинировалась от этой инфекции. Марьяна Васильевна и сама занималась вакцинацией медицинских работников, а потому с самого начала наблюдала за пациентами. В основном последствия были не тяжелые: озноб, слабость. Примерно пятая часть привитых давала ту или иную реакцию. В таких случаях допускается прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Как правило, таблетка жиропонижающего сводит симптомы на нет. Вся информация есть в памятке, и ее выдают каждому вакцинированному. Прививочная кампания в республике стартовала в начале января, и на сегодня уже почти 10 тысяч человек сделали прививку. Вакцинация продолжается. Александра Головина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.